Недорогой и качественный арбуз без нитратов и пестицидов, выращенный на осетинской земле. Такую продукцию реализует фермер из Дегорского района Борис Дзотсоев. Он занимается выращиванием арбузов около 10 лет. Осенью урожай собирает с 8 гектаров, обычно около 200 тонн. Фермер уверяет, что всю республику можно обеспечить своими арбузами, если другие фермеры последуют его примеру. Как вырастить любимую летнюю ягоду в условиях местного климата, узнавал мой коллега Феликс Бритаев. Если уже усик высох, уже можно его рвать. А если с лопаточкой, его может даже и переспел. Бескрайние арбузные поля и палящее солнце. Такой пейзаж больше характерен Астраханской области. Как оказалось, богатый урожай арбузов можно получить и на осетинской земле. Она хорошая для арбуза. Если оглянуться назад, вот я был школьником, первый, 5 класс, мы приезжали вот на эти же поля, и тогда колхозы, совхозы выращивали арбуз. Старшие помнят, это был арбуз, черный, круглый арбуз, назывался «Огонек», харьковской селекции. Арбузы Борис Дзотсоев выращивает уже 10 лет. Его бахча занимает 8 гектаров. Фермер говорит, что для него это хобби. Помимо бахчевых, на его участке растет кукуруза и картофель. Раньше он выращивал огурцы и морковь. Но к самой крупной ягоде у фермера оказалась особая страсть. В этом году так получилось, что мы посеяли американский сорт Crimson Sweet, в переводе «сладкий». Описание говорит о том, что это самый сладкий арбуз в мире. Посмотрим. Дегора в этом году попробует. Это самый сладкий арбуз в мире. Crimson Sweet, Огонек, Холодок, Фотон – это все сорта арбузов. Огромное разнообразие видов этой ягоды могли бы прижиться у нас в республике. Земля, на которой мы находимся, называется Плата Силтанух. Она простирается от станицы Николаевской до селения Чикала. Особенность ее в том, что под 70-сантиметровым слоем чернозема находится мощный пласт глины, который в летние засушливые месяцы не дает влаге уходить вниз. Благодаря этому арбузы наполняются влагой быстрее и удается вырастить вкусную ягоду без пестицидов и нитратов. Это основное условие для бахчевода. В этом году урожай ждут на славу. По словам фермера, главное, чтобы не было града. Осенью планируют всю продукцию реализовать на местном рынке. Даже приезжают посмотреть, как цветет. Покажите, мол, как цветет. А раньше не верили. Тут покупающие говорят, да вы привезли, вот здесь КамАЗ вот сзади спрятали, все. Сюда приходили посмотреть. Я считаю, что с гектара мы можем планировать 20 тонн. 20 тонн арбуза он должен дать. А со всего участка около 200 тонн. По словам фермера, трудно конкурировать со Ставропольским краем и Астраханской областью в силу технического оснащения и даже климатических особенностей. Но бахчевод уверен, что и у осетинской земли есть потенциал. Феликс Бритаев, Алан Суанов, Новости Осетии.